Всем привет! Сегодня у нас с вами утренняя прогулочка по городу. 7 апреля. Видим, воробушки здесь сидят. Видно, нет? А мы такими вот путями идем. Путями неизведанными. Фух, непроторенными. Ой! Здесь железяки торчат. Сейчас мы посмотрим состояние города на утро. Сколько людей, сколько машин, сколько чего. Ну вот, это мы идем к перекрестку улиц Дзержинского и Лермонтова. Так, нам на эту сторону надо. Мы не туда идем. Мы видим, что машин, в общем-то, достаточно. Смотри. Вчера, по-моему, было больше, в понедельник было больше машин. А сейчас поменьше стало. Видим, на остановке люди стоят в масках. Вот, кстати, трое в масках, двое без масок, то есть большинство. Тут мы видим, как нам сюда надо завернуть. Пойдем с вами дорогами, окольными путями, не прямыми, чтобы от людей подальше. Вот тоже человек там в маске идет, хоть в общем-то один, но в маске. Хотя какой смысл вот сейчас носить ее, вообще не понимаю. Я понимаю, маска, допустим, в мороз, да, она спасает как-то. Тут у нас уже лужи. Сейчас утро, правда, не замерзшие. Правда, замерзшие лужи. А вечером это все уже потает. Все потает и будет уже не так красиво. Вот это мы идем внутри квартала. Нужно наблюдать вот такой дом на сваях. Так вот все дома строятся в Якутске. Свайные такие, видите, да? Основания. Чтобы... И, кстати, здесь убрали вот эти вот... Раньше сваи закрывали, панели, а их убрали, чтобы дом проветривался. Низ проветривался, чтобы оттайка грунта не шла. Таким образом. Дальше идем. Это улица Халтурина. Двигаемся по ней. С этой стороны мы видим детский сад. Детский сад сейчас все закрыты, садики, поэтому как и школы, как и другие заведения учебные. Поэтому дети все по домам с родителями. Таким образом. Так, ну мы тут свернули в переулок. Такие вот гаражи металлические, где люди оставляют свои машины. И некоторые мы видим, что вообще не трогают. Здесь снег лежит, здесь они пустые, причем большинство из них. Получается, что там просто какой-то скарб или что у них находится. Так, ну сейчас вот видите, здесь эти вот КПДшные дома, старые еще, старые постройки, где-то начало 70-х годов. А здесь вот между ними такие переходы. Вот, оригинальные, да? Там внутри, это, знаете, теплотрасса. Первые вот дома так строились. Ой, на бок приходится мне идти. Вот такая вот
Смотрите. Такой переход, как будто бы между домами можно ходить. Но там на самом деле внутри трубы. Так вот, чтобы не замерзали трубы, соответственно, зимой. А с этой стороны мы видим жилой дом. Такой вот он блочный дом. И видим вот эти свайные, поближе подойдем. Свайные такое основание. А тут замечательно видно. Вот там собака впереди. Я, наверное, не пойду туда. Вот видите, да? Так вот все дома строятся. Ой, тут сколько какашек-то, собаки. Это просто ужас. Эти, видать, из них выгуливают. Поэтому кто знает, что творится с этими собачками. Они сидят. Видно? Или черных. Что они тут делают, непонятно. Так, дорога скользкая у нас. Говорю. Ну и с этой стороны мы видим дома КПДшные. Такие вот дома. И смотрите, как у них прикольно сделаны балконы. Видно, да? Остекленные. Это, в общем, придало дому какую-то новизну, как будто бы он недавно построен. А вот и тут тоже, да, видите? Закрытые балконы у них стекленные уже. Что этот дом застекленный, что это уже. А вот здесь вот еще все эти балконы как обычные, кто как может. Стеклит их, закрывал. Видим, что эти дома даже как-то обновлены, у них покрашено, что ли? Да, точно, покрашено. Стены покрашены. Такой новенький вид. Новенький вид. Смотрите, сколько машин во дворах. Такое ощущение, что за выходные все люди гоняли свои машины. Сейчас у некоторых продолжается сидение дома, у некоторых удаленная работа, поэтому, видать, люди, чтобы ездить на машинах, их вытащили. А смотрите с этой стороны, 50 лет ЯССР, Якутской автономной социалистической Советской Республики. И вот там кто? Весь Соболь нарисован. 50 лет это в каком году-то было? Даже не вспомнить. Так, вышли на улицу Петра Алексеева. Интересно, сегодня вторник, а народу меньше, чем вчера было. Видать, вчера народ выбежал что-то основные дела делать после выходных, длинных, затяжных недель выходных. А сегодня вот так вот спокойненько. Так, с этой стороны мы видим через дорогу Якутский колледж информатики, связи, что там, энергетики, если я не ошибаюсь. Вот он. Ну, дальше идем по улице Петра Алексеева, 12. Вот там даже адрес есть. Видим такие переходы тут, типа трассы. Машины есть, но не так много. Вчера больше было. Ну, это перекресток улицы Петра Алексеева Пояркова. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Переход. Зеленый свет для пешеходов. Такая улица Петра Алексеева. А это улица Пояркова. Движение тут довольно интенсивное.
Немножко дует ветерок. Не знаю, там задувает, нет. Камера. Микрофоны. С этой стороны мы видим бургер авто. Бургер авто. То есть это понимаете так, что люди с машины прямо могут зайти сюда, бургер хит, зайти и покушать бургеров, бутербродов, да, по-нашему. Хотя бутерброд слово тоже иностранное, но вот сейчас принято бургерами называть такие двойные сэндвичи, бутерброды. Видим ставки на спорт. Кстати, я так понимаю, типа казино, что ли, 24 часа еще работают. Обдурить. Разливные напиточки. Фиш, бир 18+. С этой стороны мы видим вот такую школу оригинальную. Оригинальное сооружение такое. Разными цветами, типа корабля, говорят. Если посмотреть издалека на него. Такая вот школа. Тоже, конечно, закрыта. Сейчас время 8 часов. Так бы тут куча детей бы была. Никого нету. Никого нету. С этой стороны через дорогу видим якутский сельхозтехникум, где готовят у нас агрономов и других работников сельского хозяйства. Бросаем и вперед. Собачка вижу. Где-то собачка, человек. Видим пожилой в маске и с этими, с палками шлепают. Ну, с утра вот почему не походить, когда народу мало, вокруг там дома где-то рядом. Только на пользу, если тем более пожилому предписана такая дорога ступеньки, тут главное не грохнуться. Это будет неприятно. Почему, если пенсионеру прописано, почему он должен сидеть дома? Да? Он может погулять один вполне. Тут плохого нет. А с этой стороны мы видим тут эти камни, это в память о поляках, которые на территории Якутии были. И рядом католический храм, костел. В нем находится орган. Мы на этот орган ходили, там снимали. Приезжают органисты, играют орган, так сказать. Конечно, желательно было бы получше иметь, но что сделаешь, хоть такой есть. Ой, тут как скользко, как смотрите, как тут натекло. Ё-моё, смотрите, тут какое-то наводнение. Слушайте, я мне сейчас ноги примерзнут. Что делать? Надо вот так вот шлепать. Шлеп. Улица Пояркова. С этой стороны мы видим вот такой один из первых больших, вот он буквой Г туда уходит, загнут дом. Его еще прозвали в народе китайская стена почему-то. Эта китайская стена вроде бы как короче. Вернее, не короче, а по высоте она меньше. А здесь мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этажей. 9-этажный большой дом. Приближаемся к перекрестку улицы Короленко и Пояркова. С этой стороны мы видим большой тут торговый центр. И здесь магазин, мясной двор. Мясо продают. И алкомаркет Бахус. Вчера алкомаркеты у нас заработали, а до этого они неделю практически не работали. Вот кто-то маску выкинул. Вот так вот нельзя утилизировать маски, потому что их надо только в урну. Это, считайте,
бациллы ваши все валяются и распространяются. Надо все-таки более быть сознательными гражданами и выкидывать это все в мусорку. Ну, видим, автобус проехал. Еще один едет. Автобусов мало. Довольно-таки. Ну а здесь мы видим цирк. Самый северный цирк в мире. Баннер. 6-й международный цирковой фестиваль «Мамонтенок» 2019 висит. Видно, да? Это сам этот цирк. Спортивный комплекс «Мадун» тоже закрытый, естественно, в условиях самоизоляции. Ну и вот здание цирка. Тут часы даже у них выключены, круги. В обычное время температуру показывает. Цирк «Мамонтенок» на шаре. Сейчас он не работает тоже, естественно, как и все театры, кинотеатры. С этой стороны видим детский дворец, дворец детства. И здесь тоже находится здание, где дети на кружки ходят, разные кружки. Вот с этой стороны, сейчас я вам покажу, находится у нас, я люблю цирк, видно, да? Государственный цирк Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых. С этой стороны, смотрите, такой памятник, золотые, что это, циркачи, акробаты, эквилибристы, на которые вот так вот стоят на мамонтенке. Сейчас вот зайдем в тень. Ага. Вот таким вот образом они эквилибрируют, да? Такой фонтан, памятник. И сверху их еще птичка там на голове сидит. Так, идем дальше. Видим в каких-то красивых масках ходит. Так, это улица у нас Кирова. И перекресток Кирова-Пояркова. Ну а это музыкальное училище, такое большое здание, такое большое с часами. А это памятник, большой стелла такая, Хамус, изготовитель, кузница МХК, телефоны даже даются. Памятник Исидору Никифоровичу Барахову, выдающемуся государственному политическому общественному деятелю. Видим, что он идет в сапогах, в костюме и с папочкой. Документы там, видать, у него лежат. Дальше выходим на улицу Пояркова. Там мы движемся в сторону автовокзала. Переходим через мост. С этой стороны видим такие вот здания, которые раскрашены художниками камерой. Угу. А там не видно такое техническое здание, кубик такой, видите, да, это тоже расписано прикольно. Девушка и молодой человек нарисованы. Музыка. А такой мостик, переход. Тут какая-то канал или что тут. Раньше, конечно,
вода текла. Сейчас все перекопали, закопали. Кучу зданий вокруг, поэтому только остались уже такие небольшие. Впереди наблюдаем плавательный бассейн Челбон. Потом построен лет 5 назад, если я не ошибаюсь, недавно, к играм Дети Азии, спортивные игры Дети Азии, которые проходили. И проходят в Якутии, начиная с 95-го. Первые игры Дети Азии, по-моему, в 1996 году были, если я не ошибаюсь. Такое большое красивое здание. С этой стороны можно наблюдать телебашню якутскую. Еще 80-х годов она постройки. 241 метр высоты. На ней находится антенна телевизионная, радиоантенна. Вот такое здание громадное. Спорт, норма жизни. Плавательный бассейн Челбон. Сейчас тоже, естественно, эти все здания они закрыты. Никаких там никого не допускают во избежание передачи вируса заражения. Приближаемся к зданию Якутского автовокзала. Видим, как автобус оттуда выехал с территории. Сейчас посмотрим, вон там автовокзал, видно, нет? И у них вот такие ворота, которые сами закрываются вдалеке, и там автобусы. Видно, да? С этой стороны видим такой большой баннер: железные дороги Якутии. Путешествуйте с комфортом. И карта железной дороги Якутии от Нижнего Бестяха до Хабаровска. Алдан, Мирин, Тында, Благовещенск, Хабаровск. То есть вот через реку у нас Нижний Бестях находится, и мы, соответственно, переправившись в эту сторону, садимся на поезд и едем куда угодно нам. Перекресток улицы Октябрьская. Вот она. И эта улица у нас Пояркова, которая переходит в улицу Аюнского. Впереди велосипедист проехал, велосипедист. А с этой стороны видим такое большое здание, оно еще не введено в строй. Какой-то торговый, развлекательный центр здесь, по всей вероятности, будет. На этом месте был раньше тысячемелочный магазин, популярный в Якутске. Да, что-то его, вот этот дом никак не могут достроить, уже сколько строят. И рядом мы видим с вами здание Apple. Это не тот Apple, а Apple Diamond. Здесь можно приобрести бриллианты высокого качества. Идеальный подарок для любимых. Apple Diamond. Вот. Целый бриллиантовый магазин. Если кому надо, конечно. Ну, насколько я знаю, все вот эти вот непродуктовые магазины сейчас закрыты. Дальше идем по улице Аюнского. Вот видим с этой стороны недавно построенный дом. Там так красиво отделан плиткой. Сейчас давали открыто, как с Польской. Плиткой, и балконы вот так вот красиво застеклены. Не надо людям их стеклить самим и приводить дом в убожеский вид. Как говорится, кто на что гораст, когда сам стеклит, закрывает балконы. Вот здесь вот более-менее вот так все сделано. Видим лавочки и плитка. Положена
впереди женщина, которая идет с палочками. Немножко подборка, я понимаю. Пожилая, но ходить-то надо. Движение жизни. Так, ну, в принципе, все. Вот мы с вами прогулялись по городу утреннему. Сейчас времени у нас 8 часов. 8 утра. Даже лучше, да, прогуляться, чем вот ехать на автобусе. Непонятно, что в этом автобусе, какие вирусы, какие люди. А так, дороги пешеходов мало, поэтому опасности заразиться нету. Поэтому люди ходят пешком. Ну, конечно, кому это доступно, возможно, расстояние позволяет ходить пешком. Ну, вот, дорога где-то километров 5-6 или, ну, где-то, да, вот так заняла у меня. Вот впереди видим здание Якутского госуниверситета, Северо-Восточный федеральный университет. Он тоже сейчас работает в режиме онлайн. И все студенты разъехались по тем местам, где они жили. Много, естественно, с районов учатся. То есть они сейчас в режиме онлайн, с компьютера, там, с планшета, со смартфона проходят обучение. Это у нас перекресток улицы Петровского и Аюнского. Напротив видим ресторан Мусхая и продуктовый маркет Тока. Если было бы время, мы туда сами зашли, но я, к сожалению, тороплюсь. Так, все пошли. Все стоит. Такая улица. Пояркова. Не Пояркова, Петровская, господи. Пояркова, Петровская. С этой стороны видим, вот здесь вот были когда-то здания какие-то, и вот сейчас пустые, ничего не строят. Ну, хорошо было бы, если, конечно, какую-то зеленую зону сделали, потому что, ну, уже, честно говоря, город настолько застроен, и вот этих зеленых зон мало, транспорта много ездит. Вон, видите, как он дымит. Транспорта много, и поэтому летом довольно душно, пыльно в городе. Уже температура поднимается до 35 градусов, летом, может быть, в июне. Поэтому жара, сочетание пыли, выхлопных этих угарных газов от машин. Ну что, это уже вечер. Так, как мне пройти-то? Надо было. Видите, детская площадка за... Ну, там кто-то занимается спортом. А так она, видите, да, замотана. Ну что, капель весенняя. В Якутске лужи. Собачьи какашки вон повылазили. Кругом. Короче, красота становится. О, капает где-то там. Снег так под ногами хрустит. Прикольно. Кругом капает все. Слышно? Так. Ну, надо вон в том направлении куда-то идти. В том направлении. Солнышко. Солнышко, красота. Тут типа канала. Вот что такое, не поймешь. Короче, пока оно замерзшее, можно посюда ходить. Что быстрее получается. Ой, да, я куда-то не туда пришел, похоже. Смотрите.
Да, вот это да. Вот это я пришел. Но туда я не пройду. Ой, это что такое? Да, божеству какому-то кто-то положил. Ну ладно, пойдем вот по этому каналу, пруду, или что это такое вообще? Людей здесь минимум, но зато собачьи какашки видим здесь. Собачьи какашки, потому что сюда люди ходят со своими собачулями, выгуливают их. Ну, собачкам-то надо, соответственно, какать. Они ради этого и выходят, чтобы покакать, побегать, порезвиться. Им скучно сидеть в домах, вот в таких вот, скучно. Поэтому они требуют выгула. Ну вот. Так, как мы здесь пройдем-то? Не знаю здесь этих ходов. Первый раз иду, представляете? Ну, провода как низко висят. Так, может быть сюда. А тут куда? Ну тут тропинка, она, наверное, выйдет или туда вдаль пойти. Пойдемте вот туда вдаль. По этому интересному местечку. С этой стороны видим, там что это? Какой-то детский комбинат, что ли? Огороженным такой забором из профлиста. А здесь мы видим, это старая теплотрасса. Она, видите, да? И видим, вот это старая и новая рядом. Одну демонтировали, вырезали, смотрите, да? И рядом параллельно идет новая уже. Ее года 2, наверное, назад. Вот это старая. Тут видно уже сваяна одна полностью изъедена. Полностью изъедена. Смотрите, какая она страшная. Вот на таких сваях у нас все дома стоят. Вот посмотрите, видите дом? Там сваян. О, с ребенком там катаются. О, ребенок пришел. Смотрите, какая она жуткая. А это вообще разрушилось. Так, ну ладно, мы идем сюда. Так, уже с теплотрассы капает. Главное, это когда проходишь под этими трубами, осторожно надо. Иногда труба за трубой идет, и вроде бы одну пролез, а вторая там тебя ждет, и ты голову поднимаешь, вроде бы как пролез, да? И головой об нее, бац, и все. Искра из глаз. Хорошо, если какой головной убор, а то можно вообще угодить так. И даже и головной убор не помогает. Интересно вот здесь вот ходить в таких дворишках, эти домики. Вот у них, смотрите, вот это туалет. Туалет, вот это у них помойка. А вот такая вот помойка, это с выгребной ямой. Они сюда помои свои сливают. Что как? Вот тут у них тоже что-то красота какая-то. Немножко есть на заборе. Сейчас я вам более прикольный дом покажу, где он тут невдалеке находится. А вообще так украшено классно. А смотрите, вот это душ, вот это душ такой. Там бочка наверху и душ. Так, мы так пройдем здесь. Хорошо сейчас стало. Где можно ходить, гулять. Вот тут какой-то у них показательный домик, все так цивильно выкрашенный. Вот тут кто-то буксовал, смотрите. Кто-то буксовал. Подъезды, купили рога опять везде. Объявление опять понаклеили.
А, я хотел вот этот вам домик показать рядом. Смотрите, как тут прикольно. Я хожу и удивляюсь все время. Вот это есть желание у некоторых людей вот так вот украшать. Видали, да? Вот по улице Лермонтова такой дом, тут еще подсолнух. Я туда не буду проходить, вот отсюда. Видите, подсолнух, у них балкон тут отделан. Видите, как здорово. Теплица такая шикарная. Ну, опять вот такая помойка. Туалет, вон, видите, да? В туалет вам зайти? Хотите посмотреть, как люди в 21 веке? Ну, я просто так поближе где-то встану, чтобы сильно близко вам не пугать. А вот это вот помоечка здесь. Оба-на, тут они что-то самопальное, да? Ой, сколько пакетов. Ой, кошмар. Фух, ладно, я бегу, убегаю отсюда. Запах какой-то неприятный оттуда. Ну и смотрите, вот у них здесь, как все видно, все сделано. Вот эти опоры покрашены так прикольно. Ну и бочка тоже покрашена как-то интересно. Тут цветочки прикреплены. Из таких все средств подручных. Вот таким вот образом. А здесь снег вот сгрузили, смотрите как. Кучками так. Кучками. Ой, слушайте, я сейчас наступил какую-то снег, а там дырка оказалась. Капает. Что-то капает сверху. Ну. Ладно, вот это вот мы приближаемся к перекрестку. Это улица Петровского и улица Лермонтова. Вот такое движение здесь. О, машин, еще раз скажу, меньше, чем вчера было, в понедельник, сегодня вторник у нас. Ну, видать, люди наездились за вчерашний, после недельных выходных многие свои дела сделали. Улица Петровского. Такая вот она широкая. Мы сворачиваем на улицу Толстого. Улица Толстого. Относительно недавно сделали, года 2 назад, или 3. Она сейчас так хорошо выглядит у нас. Идемте по ней, немножко погуляем с вами. Так, Тургенева, господи, что? Улица Тургенева. Ошибочка. Тургенев, Толстой, писатели. Вот, Тургенева 10. Идем. Тут, короче, надо хорошие сапожки иметь. Желательно резину какую-нибудь непробиваемую. Такую. И в ней можно чесать как корабль, как ледокол. А тут смотрите, какую домину сделали. Ого. Ого. Построили. Недавно делали вот так вот. Шикарно, да, шикарно. Что, движемся вперед по улице Тургенева. Сейчас у нас время 6 часов вечера, поэтому что-то мне как жарко. Так, а что здесь строится у нас? Многоквартирный жилой дом по улице Тургенева. Ага. Видите, аж 3 этих крана у них работают. А, сейчас работают они, смотрите. Вот работают. А здесь построили, смотрите, тут были деревяшечки такие барачного типа, одноэтажные.
И снесли и построили вот такую вот что это такое, школа, не школа, с такими, видите, прикольно, как наверху. Там будет стоять, надо будет подводить, посмотреть, что это такое. Но рядом это находится учреждение с Никольской церковью, Никольским храмом. Сейчас мы к нему подойдем. Так, знак П, остановки. Что-то происходит. Ну а с этой стороны вот тут такие вот домики обычного плана. Так, и что-то там такое, не видно совсем, что за дом. Но его совсем недавно построили, довольно быстро. И вот он, Никольский собор. Тут какая-то территория отгорожена. А, это у них, видать, спортплощадка. Мы видим здесь баскетбольную зону. И вот тут какие-то качельки детские. Интересно, что это такое? Так, ну у нас карантин, самоизоляция, не поймешь что, поэтому вот дом, эта церковь, вернее, она сейчас, наверное, без прихожан, хотя вот это уже открыто у них. Вот здесь утварь, церковная лавка. Интересно, как он идет, может это работает в церкви. Это улица Октябрьская, и мы стоим на светофоре. Сейчас пойдем на улицу Октябрьская. Люди затариваются алкоголем. Здесь миксы работают. До 6 часов, что здесь вот такая вот. Кто любит по такой грязихе ходить, ставьте лайк. Я вот это не пойму. Вот видите, да, дом стоит, здесь рядом вот эти сваи. Зачем эти сваи здесь нужны? Чего их поставили? Совсем непонятно. Так. Здесь я вам покажу прикольную одну вещь. Как это для селфи, да, для фотографии тут 2019. Такая вот композиция. Взять фотографии, что ли, делать. Вот мы идем дальше. Тут такая бабочка тоже прикольная. А там смотрите, какая лужа какая. Ой. Там, наверное, машина-то обычная застроена. Не сможет проехать. Даже вот тут застревает. Представляете, что будет через неделю у нас? Какая будет красотища! И как раз сейчас эта болячка по всему миру, которая, да? Тут говорят, нельзя проехать в сети. А то что-то будет плохое. Овощи, фрукты работают у нас. Продают они там, ну, продукты. Так, а как тут не пройти? Блин. Ой, по собачьим какашкам. Ёлки-палки. Ой, это смотрите, что творится. Это они все выкидывали с окна, что ли? Лук или что это? Что-то чистили и выкинули. Тут типа новая семейка такая. Все тут опасно ходить. Иногда отсюда кирпичи кто-то выкидывает. Вот эти вот новые семейки. Ой. Ну, народ живет здесь. В основном такой. Вот, интересно, а здесь посмотрим. Босяцкий народ живет. Без особых денег на супер жилье. Вот, в связи с введением режима полной самоизоляции с 31 марта детская площадка закрыта. Видно, да? И вот тут они просто замотали.
вход, хода, объявление. Так, а нам как отсюда выбраться? Главное не грохнуться. Ой, ой, ой. В эту грязюху. Да, что-то я сегодня оделся. Все жестко тепло. Надо завтра снимать эту одежду. Как-то полегче одеваться. Потому что пешком ходить жарковато. Жарковато. Так, мы куда-то сюда пойдем. Здесь поснимаем. Эти вот малосемейники. Тогда, насколько я помню, бабушка тут вышла, ходила. Ну, не знаю точно, да, какой из этих. Но кто-то выкинул на нее кирпич. Не специально. Ребят, что ли? Ее убило, короче. Насмерть. Так, а здесь у нас, по-моему, вот это вот администрация. Тут раньше станция переливания крови была, а сейчас она в другом учреждении находится. Так, ну а здесь вот прикольный такой скверик, да, какой-то музыкальный магазин находится. Если вам гитара нужна какая-то, музыкальный инструмент или что, вот здесь вот. Сейчас, наверное, не работает. Даже не хочу ручки трогать. Смотрите, скворечник упал. А здесь висит, наверное, поправят. Так, сквер, точно сквер. Мы посмотрим. Тут напротив, вот это улица Кирова. Кирова, да? Кирова. И напротив ателье Силуэт. Ателье Силуэт. Там еще куча магазинов. Юрию Николаевичу Прокопьеву, видному государственному деятелю Якутии, бюст. И сквер Прокопьева Юрия Николаевича, почетного гражданина Республики Саха-Якутия, заслуженного работника народного хозяйства, первого секретаря обкома КПСС, видного государственного общественного деятеля республики. Это в 2003 году это, оказывается, было. Уже давно, слушайте, организован этот сквер. А здесь вот это старое здание, смотрите, вот оно потрескалось. Тут детский дворец детства был. Так, мы, короче, как нам туда перейти-то? Там он переход, давайте туда рванем. Нам надо избегать с вами встречи с людьми, потому что сейчас самое опасное что? Человек, прямой контакт с ним. Человек. У него же не написано, что он болен, не болен. Ну, короче, такое сообщение, что вот в Якутск постоянно прилетают самолеты, и там вот сколько-то человек, говорят, даже в карантин отправили, потому что у них повышенная температура была. Так, а как оно работает, нет? Вот это вот переход. Ой, не кнопку надо нажимать, даже не знаю. Загорится, нет? Ну, вот, работает. Ух ты, ё-моё. Можно переходить. Да. Так, а как отсюда идти надо? Но я кнопку нажал и стал переходить. Правильно? Правильно. Так, улица Кирова, 32, вот этот дом. Смотрите, как он расписан. Красиво, да? Вот так вот надо, чтобы стены расписывали домов, а не всякими уродскими там молодежь, как каракули какие-то нацарапает, испохабить. А вот смотрите, вот птица, да? Шикарно же, да? Это, по-моему, общежитие какого-то училища. Вот поэтому... Ой, а это что такое? Смотрите, кто-нибудь так может сделать? Автомобили наверху контейнера. Да. Вот так вот ходишь по центральной улице, таких шикарных вещей не видишь. О, а тут еще какой-то древняя кладовка брусовая. Видали вы? Из бруса сделана. Какого века она? Заборчик покосился. Автошкола номер 1, кому надо.
Лужа. Лужа. Ну, сейчас все тает. Вот это все будет таять. Лужи эти. Говорю, сейчас самый хороший. Это у них подъезд какой закрытый. Забор. Здесь тоже. Внимание, под охраной. Пушкина 31. Какие-то надписи вот эти вот сделали, таблички, они уже облупились. 31, а это 23. Или 21 там, не поймешь. Догадывайся. Решай ребусы. Ой, так. Так, это мы на какую-то улицу вышли, я не знаю. Вот улица Пушкина, по-моему, вот это вот, ага. Улица Пушкина. Эти дома построили относительно недавно. Ходим. Пушкина 28. Гадал, правильно. А вот там вдалеке, видите, да? У нас парк культуры и отдыха. Но мы не идем по той улице Лермонтова, чтобы избегать людей, встречи, контакта с людьми. А здесь смотрите, такой контраст, да? Дом какой-то покосившийся. Вот сейчас мы дойдем до него. Улица Шевкунова. И тут когда-то вот это была такая ровная улица, и такие вот дома деревянные вдоль нее с двух сторон. Но вот то, что вот эта улица Шевкунова осталась. Вот смотрите. Такой домик. Чик. Красота. И тут новые дома такие вокруг. Вот то, что осталось. Ну, дом-то вот этот красивый, конечно, но тут подъезды, эти разъезды. Просто надо иметь, наверное, трактор, чтобы проехать. И сапоги. Ух, ё-моё, блин, наверное, я... Вот видите, кто исписал вот так уродски. Не могли красиво сделать все эти дело. Яхант. Магазин профессиональной косметики. Так, ну это мы вышли на улицу Короленко. Видели маска, как можем наблюдать. Сейчас поснимаем интересные дома. Тоже такие винтажные. Кто любит винтаж, кто любит старье. Смотрите, красота. Какой он красивый. У него даже вот эти вот балконы с балясинами, да? Видали? А поближе, а как тут поближе? Посюда только. Балконы с балясинами. Вот эту улицу наконец-то заасфальтировали. Она очень долго была вообще никакая, убитая. Так, это у нас тут школа. Это 7-я, что ли, школа. И вот этот дом. Ух, шикардозно, смотрите, да? Решетки на окнах у них. Они красивые. Супер, да? Вот тут даже балкон сгнил у них. Вот так вот. Собаки есть, нету? Тут тупик, туда дальше идти не надо. Ну, смотрите, на первом-втором этаже живут люди. Ну все, это центр. Считайте, тут парк рядом. Очень выгодное место. Место очень выгодное. Многие, наверное, хотят в таком месте жить. Не где-то там на окраине выбираться. А вот. Дом такой какой-то готического такого, да, такое черное дерево. Тут вот эти балясины. Видно, да? Люблю старье. Все вот это новое. Этот новодел. Вон, а там даже, смотрите, окошко какое-то на крыше. Прикольно. Сюда интересно наблюдать, наверное.
Вот оно вот все вот существует. И лестница, смотрите. Лестница на небеса. Это лестница пожарная, да? Да тут до сих пор эта лесенка у нас. Далее? Супер, да? Супер дом. Ну а здесь мы под таким вот здоровенным домищем находимся. Жик, 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 жик. Торговый центр закрытый, который сейчас, конечно. Но почему-то у него вот эти фонари горят. Почему они горят? Непонятно. Забыли выключить. Убежали, забыли выключить. Так, еще один домик здесь. Прикольный. Вот этот с той стороны я уже снимал. А вот здесь вот еще. О-о-о! Так, смотрите. Красотень. Ох, я уже чувствую запах. От этого дела, блин. Я туда близко не буду приближаться. Слушайте, это такой ад. Помойка, туалет. И вот здесь вот люди у нас живут. Люди живут. Супер, да? Кто хочет здесь? Здесь вон, это, смотрите, холодильник уличный в окошке, чтобы деньги не платить за этот. И вон у человека там. Ой, у них тут что творится-то? Все прогнило. Так, вещи сушатся какие-то, что-то. Ой, смотрите, ковер. Это они сделали выколачивать, да? Ковер и туалет. Но я туда не пойду. Фу. Люди живут, да, нормально, в общем-то. Это очень быстрая точка. И очень большая цена земли на этой территории. Потому что рядом вот там парк у нас. Здесь, если снесут, здесь, наверное, построить какую-то гигантскую высотку, этажей 45, наверное, я думаю. Потому что место и тут и рынок. Смотрите, а здесь как прикольно. Ух, можно пройти. Когда-то же кто-то тут жил, а тут богатые люди тут жили. Это же такая удобная точка здесь. Так, и что-то, ой, полевая фотография. Туда же на первом этаже сидит. А тут вообще разбито у них. Второй этаж. Смотрите, неужели здесь живут люди в этом дому? Он практически наполовину, ну, вот вниз у него залез вниз, в землю уже погрузился. Так, ну вот движуха какая вечером. Здесь перекресток. Улица Курашова и улица Лермонтова. И сейчас мы пойдем вот по этому туннелю. Смотрите, стены со всех сторон. Бункеры туннель. Сверху, снизу, слева, справа. Полностью отгорожено. А здесь потому что стройка вот там идет. Большой дом строят. Ну, это мы идем по Лермонтову. Арт-галерея Ургел. Вот это вот многочисленные народы севера, это их вот такой вот какой-то столбик. Ну и картины. Кому интересно, конечно, может посетить. Так, ну вот тут еще шикарный домик. Еще один тоже. Деревяшечка. Так, главное тут не упасть, не подскользнуться. Вот. Улица Петра Алексеева, Лермонтова, перекресток. Тут их две штучки таких. И вот здесь еще один такой домик. Тоже шикарный. Вот какой лучше дом? Такой или такой вот? Или такой? Конечно, такой лучше. Деревянный. Только жилье, дерево, дышащий материал. Вон у них там под землю уже все уходит. Первый этаж заколоченный. Никто не живет. А живут только вот на втором этаже люди. Так, улица Петра Алексеева. Вышли на перекресток. Лермонтова, Петра Алексеева. Смотрю, сегодня что-то людей в масках меньше стало ходить.
Многие маски-то снимали, надоело, жарко, наверное. Ну, это у нас перекресток Свердлова. Лермонтова. С этой стороны креативный кластер. Такой креативный кластер. И сейчас мы поснимаем здесь. О, красотень! Смотрите, какой. Супер. Да? Вот этот разливные напитки закрыт. Был эксит. Улица Свердлова 1. Вот смотрите, какие дома. Ух. Когда-то эта улица полностью состояла из таких шикарных домов, которые вот уже начали наклоняться. Я помню, вот здесь вот на этом месте была водокачка у нас. Что-то домики. Довольно улица такая напряженная. Так, тут у нас где-то была главная больница. Гинекологический центр. Вот она. Да, сколько Свердлова машинка. Так, сейчас мы сюда завернем. Так, вот Свердлова 2Б. Такую домину сделали. Высокую. Вот здесь куча людей живет, наверное, да? У нас. Посмотрим. Люди в масках. Ух. Сколько этажей посчитали. И еще один такой же дом здесь рядом. Ух. Красота, да? Вот они, два домика тут этих таких вот небоскреба.